Нюргун-Батор стремительный, Аланхо Платона Алексеевича Аюнского является брендом Якутии. Но попробуйте спросить любого, расскажи про содержание этого Аланхо. И лишь немногие из них вспомнят о сюжете оперы Жиркова-Летинского «Нюргун-Батор», о спасении Туяры Мыко. А ведь это всего лишь один эпизод из множества подвигов Нюргуна. Даже сейчас, когда мы в зале Аланхо, во время экскурсии мы обычно спрашиваем, что такое Аланхо? И в ответ слышим аптека, ресторан, торговый центр. Но, конечно, и бывают и правильные ответы, чему мы очень радуемся. И поскольку содержание рекордно длинного Аланхо могло бы звучать более 4 вечеров, то сначала мы решили подготовить цикл из 4 спектаклей с магнитными куклами и начали работать с художниками. Эти куклы кажутся простыми, но как долго над ними работали дизайнер Арктического института искусств и культуры Георгий Николаевич Решетников и талантливая студентка Кюнея Егорова. Каждый эскиз согласовывался. Особые трудности были связаны с образами Нижнего мира. Почти каждый день молодая художница приносила все новые варианты абага, и одноногих, и треногих с зелеными языками и змеями. И этим процессом руководил Георгий Николаевич Решетников, постоянный дизайнер нашего музея, уже более 20 лет воплощающего экспозиции самого необычного музея в мире. Вы знаете, музеев фольклоров в мире нет, потому что, видимо, не знают, как экспонировать памятники устного, нематериального наследия, как с утра до вечера сидеть, рассказывать сказки, петь, танцевать, рассказывать мифы, эпосы, обряды рассказывать. И мы придумали, ноу-хау нашего музея в том, что миссией нашего музея является пропаганда накопленных наукой знаний о традиционной культуре, о фольклоре народов нашей республики. Мы берем из множества книг лучшие интерпретации того или иного культурного явления, культурного кода, и несем эти расшифровки глубинных смыслов фольклора вам, посетителям. Мифы о Вселенной мы рассказываем около наших макетов Аллукмас с его хозяйкой Аналахченхотун. А такая карта звездного неба иллюстрирует солярные, лунарные, астральные мифы народов мира о звездах, о Солнце, Луне. И обязательно всем посетителям мы рассказываем о 3 стилях пения Аланхо. Кратко, если рассказать, то вы сами, наверное, чувствуете, что все персонажи среднего мира, люди, и покровительствующие им Ичи, Аналахшенхотун, добрые боги и верхнего мира поют в одном стиле – джебо, с этими фальцетными призвуками кылыгах. Ведь во всем мире так поют только якуты. Этот стиль, который назовем стилем А, например, он маркирует, запел свой. Враги никогда не поют в этом стиле. Как поют враги? Мужчины абаги – это богатыри Нижнего мира, которые крадут девушек, это ичи, духи хозяева входа в тот мир, огненных морей, полей битв. Они обычно поют низким, грубым, гнусавым голосом. Каждая деталь маркирует, не наш поет, чужой поет. Я этот стиль назвала имитацией кутуру, имитацией пения черных шаманов, потому что все знали люди, как поют во время шаманских камланий, и его помощники тоже абаг, эти музыкальные маски он как бы сменяет, и от их имени поет этим грубым голосом. И наши лампасуты имитировали, пародировали этот тип пения для создания музыкальных характеристик стиля Б, мужчин Нижнего мира. А еще есть 3-й стиль пения, который можно назвать буквой С. Это сфера музыкальных характеристик комических персонажей. Девки-абаги, которые влюбляются, бедные, в героев, предлагают себя.
Это, значит, старуха Семерсина Мерсин, коровница, рабыня. Это парень тоже вот раб, вестник, Сарух Балгур. У них у каждого своя уже индивидуальная, короткая, прямо с один такт. Мелодия, но это уже мелодия, то есть это стиль Догоренова. Георгий Николаевич создал и эту декорацию, карту 3 миров, для наших кукольных спектаклей. Но они, к сожалению, успеха не имели. Посмотрев первый из 4 спектаклей, дети на следующие не приходили. Конечно, детей, играющих в стремительные компьютерные игры, медленные действия магнитных кукол не увлекли. Тогда Аизе Петровне пришла идея, не замахнуться ли нам на мультфильм? Надо сократить сценарий до 45 минут. Сначала был сделан анализ якутского текста. Это 360 тысяч стихотворных строк. И каждый из 3 томов первого издания, вышедших еще при жизни автора Платона Алексеевича Аюнского, был разбит на такие сегменты, отдельные сюжетные мотивы и с уточнением их деталей. Вот эти тетради. Вот перевод Владимира Владимировича Державина. По той же методике были проработаны все сюжеты. Были сопоставлены, вот отдельная тетрадь есть сопоставление, все сюжетные мотивы оригинала якутского, вот с русским переводом, выявлены не только сокращения переводчика, но и расхождение с оригиналом, даже ошибки. То есть была проведена огромная научная работа. Эталонная 8-часовая запись исполнения Ланхо Гаврилом Гавриловичем Колесовым 1962 года. Вы видите 9 пластинок, которые были записаны на ленинградской студии грамзаписи «Мелодия». И вот вся запись, содержание ее, была сопоставлена с текстом оригинала, и в результате были выявлены сокращения, предпринятые актером-исследователем, актером-реконструктором Аланхо. Поскольку уже был создан сценарий 4-серийного кукольного спектакля, то уже много легче было сократить сценарий этот до 1 часа для мультфильма. И тут Бог послал нам художника-аниматора Анну Шамаеву, только что закончивший Санкт-Петербургский университет кино и телевидения, безработной, проживавшей в Нюрбе. Вот хотя снабдили мы ее готовыми эскизами, но она создала очень много недостающих персонажей, пейзажей всех 3 миров, словом, все, что касалось характеров, движений персонажей, их мимики, костюмов. Она изредка приезжала к нам. Мы обсуждали при ней, посылали по электронке свои замечания. Исправление персонажы руйдаты, он хамсанар не братны руйдаты, это караган улар детахтерне жаул барата барар, и быха караган улар талро, хаз види кадрга, ариарьяган караган хангаттан руйдугун жеккенде. Она переделывала и накладывала все действо на голос Колесова в песнях и на закадровый голос русского диктора Степана Федоренко, актера Русского драматического театра. Кстати, в озвучивании фона голосов птиц, хохота Абагы, хихиканье девок Абагы Нижнего мира, ржание коней, грома, плеска воды принимали участие студенты Якутского колледжа культуры и искусства под руководством преподавателя курса этнохудожественное творчество Марии Гавриловны Бапайоновой.
фонограмма, которую вы услышите сегодня, и еще 5 треков, переводов на японский, китайский, корейский, английский, немецкий языки выполнены талантливым звукорежиссером Госцирка Якутии Алексеем Поповым. Переводчиком английского текста является студентка теперь 3-го курса английского отделения Института зарубежной филологии и регионоведения Ирина Самсонова. А научным редактором и диктором английского текста является один из ведущих преподавателей этого института Александр Григорьевич Пахомов. Немецкий перевод выполнен и транслирован немецким режиссером и актером Гернотом Гриммом, живущим в данное время в Якутске. Переводчиками и редакторами при монтаже текстов на японском, корейском, китайском языках являются ведущие преподаватели кафедры восточных языков Туяра Николаевна Пермякова, кандидат филологических наук, японский язык, доцент Татьяна Леонидовна Николаева, тоже кандидат филологических наук, корейский язык, старший преподаватель Лина Даниловна Петрова, китайский язык. И послушайте сейчас, пожалуйста, фрагменты из мультфильма, где герои Аланхо говорят голосами носителей этих восточных языков, приглашенных профессоров нашего университета. Прозвучат последовательно. Так, японский текст озвучит доцент Мариси Масатико из Японии. Корейский текст озвучит профессор Ам Чоль. А китайский текст озвучен доцентом Тянь Гопин. У младшего брата верховного божества Ирюн Артойона, Аинга Сиертойона и его беременной жены Аину Аралджин Хотун задолго до положенного 9-лунного срока, хохоча и крича, вывалился из утробы матери младенец. Так рождается герой нашего Аланхо. 他马上表现出了蛮横的性格来，大喊大叫，攥拳顿足，像是要对付整个世界。被吓坏了的3个氏族的祖先们纷纷去找法官和君主们。Die Richter schicken den Säugling in die Unterwelt ans Gericht der 3 Wiegen zu einer alten Prophetin Böchtegörbegülken. 예언자 할머니는 아기 운명을 예측하고 천상세계와 지상세계의 모든 인간을 다 죽여버려라. 그리고 모든 것을 철저히 파괴하라고 노래하였습니다. 그리고 앞으로 이야기가 자라면 온 세상을 파괴할 수 있는 큰 영웅이 될 것이라고 예언하였습니다. この赤ちゃんの性格の悪い面を恐れた神々は赤ちゃんを白い天の果てにある渦のように旋回する鉄の山にある8面の柱に魔法の縄で縛らなければならないと命令しました。 This boy will become a defender of people in the future, Nurgun Batur the Impetuous by name. The gods make a conclusion. The boy will be set free only in the case of sorrows and troubles occurring in the middle world in order to eliminate the destroyers. Первыми людьми среднего мира. В дни международных игр «Дети Азии 2012» наш мультфильм имел успех у представителей молодого поколения спортивной элиты вот из этих стран названных. И, конечно же, впереди у нас возможное участие в фестивалях и, конечно, гастроли нашего необычного музея. А теперь приятного просмотра!